Нурсултан Назарбаев потребовал от правительства сократить расходы на возведение мегапроектов. Это заявление прозвучало сегодня в рамках расширенного совещания Кабинета министров. Ограничения коснулись строительства новой ветки метро в Алма-Аты, организации Олимпиады, а также проведения различного рода торжеств. Все это, по словам президента, можно будет возобновить, когда наступят хорошие времена. Не обошлось в этот день и без критики. Кого ругали и за что, расскажет Бахтияр Даркеев. Поводом для проведения расширенного заседания правительства стало развитие экономического потенциала Казахстана. Перед тем, как приступить к обсуждению, глава государства заслушивает акимов областей. Они поведали президенту о ситуации дел в регионах. Проблемы, оказалось, имеются везде. Нурсултан Назарбаев пытается разрядить обстановку. А вот заслушать доклад столичного градоначальника членам Кабмина не удалось. Адильбек Рашкальянович, не хочешь валить на предшественника? Не хочешь валить, не надо. Дальше только о серьезном. Нурсултан Назарбаев потребовал сократить расходы на крупных строительных площадках. В первую очередь это должно коснуться прокладки новых веток метро в Алматы, возведения объектов Олимпиады, а также проведения различного рода торжеств. Можно ужаться в этих мегапроектах, всяких юбилеях, которые мы проводим, и нормально учить детей и лечить. Юбилеи у нас такая любовь всеобщая. Как юбилей, так все туда, значит. Участвовать на собраниях, сидеть в банкетах и так далее. Организовывать вселенские тои, 1000 юрт в степи ставить, это что? Юбиляру дает, скажите мне. Удержать экономику на плаву, по мнению президента, должно сельское хозяйство. Но и тут немало проблем. Аграрный комплекс для Казахстана – один из важных пунктов нашей экономики. Но надо там все по уму, чтобы деньги в песок не уходили. И чтобы там нормальные люди руководили. Сколько раз я говорил, давайте переработкой сельхозпродукции будем заниматься. Давайте все средства туда, Асылжан. И что ты достиг тогда? Где мясо, которое мы экспортируем в Россию? Смотри, за все это придется отвечать. Работу госслужащих на этом заседании глава государства выделил особым пунктом. Президент недоволен участившимися судебными делами над высокопоставленными чиновниками. Работа госслужащих не должна превращаться в бизнес. Раздача государственных денег фирмам, своим знакомым опять, друзьям и родственникам. Сегодня, к большому моему сожалению и огорчению, должен говорить о том, что 3 акима областей находятся под следствием. И именно по этой причине. Ряд руководителей министерств, ведомств также привлекаются к уголовной ответственности. Надеюсь, что никто из вас не хочет пополнить их ряды. Кроме того, Нурсултан Назарбаев потребовал прекратить постоянные совещания в государственных органах и предложил руководителям ведомств отказаться от поездок в парламент, заострив свое внимание на работе. Бахтияр Даркеев, Жалфас Саилбеков, Seven News.